30 лет со дня принятия декларации о суверенитете Башкортостана отмечается 11 октября этого года. Праздник в этом году особенный. В этот же день отметят также День России, День города Уфы, а также 266-й день рождения Салавата Юлаева. Обсудим особенности вместе с гостем программы «Интервью» в эфире Башкирского спутникового телевидения. Сегодня вместе с нами политолог БАКСУ Николай Евдокимов. Николай Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вот 4 праздника в один день, 11 октября, приобретает ли это какое-то особое значение, как вы считаете? Ну, всем понятно, почему так произошло. Это произошло из-за того, что, к сожалению, мы вынуждены были фактически свернуть мероприятия праздничные, которые были намечены на начало лета. И не только мы, кстати говоря, такая ситуация во многих регионах. Повлияет ли это как-то на характер празднования? Я думаю, что нет, принципиально не повлияет. Но само ощущение праздника. Смотрите, это очень много таких символов, которые связывают жителей с государством. Так. Вот как вы считаете, придает ли это какое-то значение вот именно в ощущение? Ну, я думаю, конечно, люди будут воспринимать это прежде всего как День Республики. Те праздники, о которых мы говорим, 4, да, вот вы их назвали, конечно, они уйдут в информационной повестке на второй план, или даже, может быть, на третий план. С точки зрения того, что эти праздники фактически оказались в этом году у нас на информационной, оказались невостребованы в информационном плане. Да, это, наверное, не очень хорошо, но здесь есть объективные обстоятельства. Здоровье людей, безусловно, важнее. Тем не менее, вот мы нашли возможность 11 октября все равно вспомнить об этих памятных событиях. Я считаю, что в целом это позитивный шаг. Хотя, да, конечно, по сравнению с прошлым годом, по сравнению с предыдущими годами, ну, праздник оказался несколько скомканным. Ну, что поделать? Ну, я добавлю к вашим словам, что к здоровью, да, будут приняты все санитарно-эпидемиологические нормы под контролем, нам обещают власти с этой точки зрения. Ну, а в прошлом году столетие праздновалось Башкортостана. Вот так уж, если идет наш разговор, как вы считаете, какой эффект это произвело вот на настоящее? Ну, то есть вы хотите сказать, будут ли люди воспринимать 30-летие принятия декларации о суверенитете, которая в 90-м году была, и не возникнет ли некого там диссонанса относительно того, что 100 лет назад была создана Республика Башкортостан? Я думаю, что нет. Все-таки это два несколько разных праздника, несколько разных даты. Все-таки, когда мы отмечали столетие Республики Башкортостан, речь шла о создании государственности как таковой. Сегодня День Республики – это праздник, который уже вошел в каждый дом, в каждую семью республики, и он стал привычным, все-таки не первый год отмечается. Можно сказать, что празднование столетия было некой такой единичным событием, в то время как День Республики, как и любой другой праздничный день в течение года, он уже становится определенной традицией. Может быть, не все достаточно четко представляют, что этот день означает, то есть с какой датой он связан, с какими решениями политическими он связан и почему он важен, но тем не менее я считаю, что вот именно как определенная традиция он уже вошел в нашу жизнь, и поэтому не думаю, что здесь будут какие-то сложности. Все-таки мы в данном случае празднуем 30-летие, ну, скажем так, новой государственности в Республике Башкортостан, 30-летие современного Башкортостана, если так можно выразиться. Я думаю, что это будет наиболее точная характеристика. Вы сказали, что это новая форма государственности. Вы расскажите поподробнее, пожалуйста, что это означает? Ну, мы прекрасно помним о том, что, по крайней мере, может быть, некоторые помнят о том, что 30 лет назад была принята декларация о суверенитете. Именно эта дата стала отправной. Документ, безусловно, имел существенное значение именно с точки зрения формирования республики в том виде, в котором она на сегодняшний день существует. Хотя, конечно, когда мы говорим о событиях 30-летней давности, мы должны иметь в виду, что это был совершенно другой мир, это была совершенно другая страна, это был период еще существования Советского Союза. В 90-м году лишь через год наша большая страна прекратила свое существование, началось строительство современной России. Тем не менее, это, наверное, был закономерный шаг, который принимали многие субъекты, которые сегодня входят в состав Российской Федерации. И это была, безусловно, возможность показать, что республика обладает существенным потенциалом экономическим, социально-экономическим, который должен быть реализован. Да, конечно, прошло много лет достаточно, и сегодня мы, наверное, можем говорить о том, что вот эта вот система, она приобрела более или менее законченный вид. Я имею в виду систему взаимоотношений, взаимодействия между центром и регионами, система, которая
долгое время настраивалась, потому что были недопонимания, были проблемы во взаимоотношениях между федеральным центром и регионами, особенно в 90-е годы. Но в целом декларация, которая была принята 30 лет назад и которая дала толчок развитию Республики Башкортостан, ну, в последующие годы мы вправе говорить уже не столько о влиянии самого этого документа, сколько о тех новых обстоятельствах, в которых республика оказалась, развивалась и пыталась реализовать тот потенциал, который у нее есть. Как шел этот процесс отношений региона и центра, да, вот в течение 30 этих лет, какие традиции и основы заложены, и что сегодня, как бы, куда мы смотрим, будет ли это что-то меняться? Ну, сложно сказать, поскольку мы видим, что, наверное, 3 этапа прошло в становлении, в том числе Республики Башкортостан, и взаимоотношения между федеральным центром и регионами, в том числе и нашей республикой. Я думаю, что первый этап — это 90-е годы, он был несколько романтичным, в какой-то степени, может быть, не совсем точно понимали представители тогда политической элиты, что именно требуется, каким образом взаимоотношения между центром и регионами строить. Но, тем не менее, я хочу сказать, что те нормативно-правовые документы, которые в Республике Башкортостан принимались, они на самом деле были достаточно высокого качества. Я имею в виду и декларацию, я имею в виду и Конституцию Республики Башкортостан, которая была принята чуть позже, несколько лет спустя, в 1994 году. Ну и затем надо помнить, что республика принимала участие в подписании федеративного договора, причем важную роль сыграла. Я думаю, что это тот период, когда шло понимание того, что Россия с точки зрения формы административно-территориального устройства будет федеративным государством. А, соответственно, в федеративном государстве субъекты, они обладают правом вынесения определенных инициатив и определенной самостоятельности при принятии решения при решении вопросов регионального значения, по крайней мере. Именно на это была сделана основная ставка, основной упор. Затем в 90-е годы в силу ряда обстоятельств, объективных и субъективных, мы видим, что взаимоотношения между федеральным центром и регионом несколько изменились. Те центробежные тенденции, которые объективно были в 90-е годы, их удалось преодолеть. И сейчас вновь мы возвращаемся к той ситуации, когда влияние регионов, влияние региональных лидеров, оно возрастает, но в силу того, что федеральный центр понимает, и буквально несколько дней назад Матвиенко, например, об этом говорил, представитель Совета Федерации, ранее еще Дмитрий Медведев, когда был руководителем правительства, о том, что регионы заслуживают того, чтобы решения принимать более самостоятельно по ряду вопросов, в том числе в вопросах, например, борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Да, понятно, что эти вопросы нельзя регулировать только из центра, поскольку ситуация в разных субъектах отличается. Эти полномочия как раз глава государства и дал. Да, совершенно верно. Я об этом и говорю, что идет вновь осознание того, в том числе у представителей высшей политической элиты, что не может вся страна управляться только из центра, что необходимо определенное перераспределение полномочий в регионы для того, чтобы более эффективно управлять. Просто потому, что на местах люди всегда более адекватно представляют ситуацию и более четко знают, какие меры, учитывая специфику, в том числе местную, следует принять для того, чтобы решить тот или иной вопрос. Николай Анатольевич, давайте еще раз вернемся вот в эту точку 30 лет назад, принятие декларации о суверенитете Башкортостана. С чьими именами связан этот процесс, о ком мы должны помнить потомки? Вы знаете, что это был довольно сложный процесс в Республике Башкортостан. Дело в том, что в республике, например, не сразу появилась должность президента Республики Башкортостан. В этот период у нас главой республики фактически был председатель Верховного Совета Республики Башкортостан, на тот момент это был Муртаза Рахимов. Ряд представителей политической элиты, кстати говоря, они достаточно долго оставались в политическом пространстве. И сейчас, даже если они не занимаются политикой, но часто выступают в качестве экспертов или современников тех событий, комментируют, но и остаются, я бы сказал, лидерами общественного мнения. Да? Поэтому думаю, что, в общем-то, это часть депутатов и Государственной Думы, например, Михаил Бугера, который до сих пор Государственной кстати, Думы есть и на фотографиях, когда приезжал Ельцин, точнее Лужков, Муртаза Рахимов, вот эти фотографии, да, они встречали его, и вот там Михаил Бугера тоже фотографировал. Да, то есть это люди, кто-то из них, конечно, уже отошел от активной политической деятельности,
Вот, но некоторые, в общем, сохраняют еще достаточно высокую общественную активность. Михаил Бугера, Муртаза Рахимов, кто еще? Ну, я могу вспомнить, например, и Сергея Лаврентьева, который возглавлял Башкирскую академию госслужбы долгое время, тоже принимал непосредственное участие во всех этих процессах. Но тут, на самом деле, мы можем очень долго вспоминать, и я думаю, что можно целую передачу посвятить вот этому циклу, потому что на самом деле очень много людей, которые принимали участие вот в подготовке этой декларации, и так или иначе, не только подготовки декларации, это и вообще становление государственности в Республике Башкортостан на этом этапе. Можно вспомнить Аюпова Мансура Анваровича, например, да, который тоже был государственным секретарем и принимал непосредственное участие вот в этом процессе. Поэтому вот огромное число юристов, которые готовили эти документы. Многие из них до сих пор работают на юридическом факультете. Вот, поэтому я думаю, что тут довольно большое количество людей. Мне просто не хотелось бы никого обидеть, поэтому я, может быть, не буду перечислять всех, дабы вот, никого не обделить вниманием. Николай Анатольевич, ну, сегодня в России 85 российских регионов, да, как вы можете характеризовать вот Башкортостан среди этих 85 регионов? И есть ли внимание вот именно к Дню суверенитета, Дню Республики, вот как вы считаете? Ну, вы знаете, вообще в общественном сознании довольно четко сложилось понимание того, какие регионы в России являются наиболее развитыми и по каким причинам, да, и почему. И есть вот устоявшийся список регионов, который включает в себя столичные города, регионы, северные, ну, нефтедобывающие. И мы можем сказать, что Республика Башкортостан тоже попадает вот в этот небольшой, но примерно 10 субъектов России, которые всегда воспринимаются как наиболее развитые с социально-экономической точки зрения, в которых ситуация отличается в лучшую сторону от других субъектов. То есть я думаю, что наряду с некоторыми другими субъектами, Москвой, Санкт-Петербургом, безусловно, Татарстаном, Республика Башкортостан входит в топ-10 регионов России по уровню социально-экономического развития. Конечно, это связано со многими факторами. Это связано в том числе с тем потенциалом, который изначально в республике был заложен, той производственной базой, которая создавалась еще в советский период. В годы Великой Отечественной войны? Ну да, сюда были перевезены предприятия многие в годы Великой Отечественной войны, но затем развитие нефтехимии уже шло уже после Великой Отечественной войны в республике, строительство заводов нефтехимических, нефтеперерабатывающих. Но нельзя забывать, безусловно, и влияние вот тех документов, которые были приняты в начале 90-х годов, которые позволили республике стабильно развиваться, которые позволили фактически отказаться от многих радикальных реформ, которые происходили в других российских регионах. Политика, может быть, была несколько более консервативная, но она позволила в какой-то степени вот амортизировать те негативные последствия, которые многие другие регионы ощутили на себе, я имею в виду последствия рыночных реформ. Во многом, конечно, я думаю, есть понимание того, что это стало следствием тех решений, которые были приняты 30 лет назад. Спасибо большое, Николай Анатольевич. Я напомню, что гостем программы «Интервью» в эфире Башкирского спутникового телевидения был Николай Евдокимов, политолог БАКСУ. Мы говорили о предстоящем Дне Республики. Поздравляем зрителей БСТ с наступающим праздником.